Санкції, які у зв'язку з російською агресією були прийняті, є для нас зрозумілими. До деокупації Криму політика санкцій повинна продовжуватись. Сегодня офис президента также сообщил, что Польша заинтересована в участии в международной платформе по деоккупации Крыма. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Польши. В сообщении говорится следующее, цитирую: «Республика Польша выражает заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым». Очевидно, вопрос создания международной платформы по деоккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обсудил также с президентом Польши Анджеем Дудой, который выразил свою поддержку созданию этой платформы. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Нелли Яковлева. Давайте ее поприветствуем. Пани Нелли, витаю вас. Добрый вечер, рада приветствовать. Взаимно, спасибо большое. Вот мы сегодня в нашем эфире обсуждаем интервью президента Владимира Зеленскому BBC в программе Hard Talk. Вот вы смотрели эту программу? Как вам? Да, я посмотрела это интервью, оно достаточно содержательное, но сказать, что я услышала там что-то сенсационное, я не могу. Ну вот мы хотели бы с вами обсудить некоторые тезисы президента Владимира Зеленского. Он сказал, что он верит, что он сможет заключить мирное соглашение с президентом Владимиром Путиным, которое бы означало возвращение украинской оккупированной части Донбасса и Крыма под украинский контроль. Вот что вы думаете по этому поводу? На что, по-вашему, рассчитывает президент Владимир Зеленский, когда говорит, что верит, что сможет? Я думаю, что не только президент, но и каждый политик в Украине, в нашей стране должен верить в то, что деоккупация всех наших временно оккупированных территорий возможна. В противном случае действительно стоит уходить из политики. Но мы скорее должны понимать эти тезисы бесспорно как надежду на восстановление территориальной целостности Украины и неизменность курса по поводу того, что территория Украины остается единой, как это было по Конституции 1996 года. Ну а вера, она же должна быть связана с какими-то убеждениями, да? Это же не просто вера в Бога, да? А вот в данном случае эта вера должна быть основана на чем-то. Вот как вы думаете, на чем основана эта вера? Возможно, есть какой-то план, какая-то стратегия? Смотрите, бесспорно, стратегия деоккупации Крыма, она вынесена сейчас отдельно, и это тот компонент, которым занимается Министерство иностранных дел, и именно и Министерство иностранных дел выступило с инициативой Крымской платформы. Но мы должны понимать, что сама стратегия деоккупации всех наших территорий, она включает в себя ряд компонентов. Мы не можем говорить, что это будет простое решение достаточно сложных проблем. Да, Крымская платформа является одним компонентом. Работа на международной арене, привлечение наших иностранных партнеров — это другой компонент. Третий компонент — это формирование нашего внутреннего законодательства. Четвертый момент — это обращение в международные суды, чтобы сама аннексия Крыма была признана незаконной. Да, то есть мы говорим о целом комплексном подходе. Естественно, надежда и вера — это не может ограничиваться, это должно переходить в конкретные действия, что в принципе и переходит в конкретные действия. Но мы понимаем, что ситуация с Крымом, бесспорно, она более тяжелая, чем ситуация с отдельными районами Донецкой и Луганской области. Но вот когда мы говорим про стратегию деоккупации, правильно ли я понимаю, что вот эта вот платформа, о которой говорил президент Владимир Зеленский, не только это часть стратегии? Да, смотрите, это часть стратегии, но стратегия, условно, она не формируется только Министерством иностранных дел. Угу. А кем еще формируется? Вот расскажите подробнее. Один из компонентов формируется Министерством иностранных дел, в рамках которого подкомпонентом и является Крымская платформа. Это то, что касается международной арены. Угу. Также мы понимаем, что за внутреннюю политику у нас отвечает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. То есть, соответственно, после того, как МИД разработал свою часть по международной арене, этот концепт был передан в Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, где они, собственно, со своей стороны должны выработать зеркало реализации этой стратегии на уровне национальном. Также эта стратегия, естественно, согласовывается с Советом национальной безопасности и обороны. И мы уже, как Комитет по правам человека, реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий всех наших,
подключаемся к процессу законодательного регулирования, в том числе и по стратегии. То есть мы понимаем, что это комплексный документ, который должен быть согласован между разными ведомствами. И, конечно, бесспорно, поскольку президент у нас отвечает и за реализацию внешней политики, то все это происходит при содействии, при координации с офисом президента. Я так понимаю, что у этого документа есть публичная часть и есть закрытая часть, правильно? Закрытую в силу правильных причин озвучивать нельзя, чтобы этим не воспользовалась страна-агрессор. А что будет в публичной части, когда мы ее увидим? А в публичной части будет базовая политика, то есть к чему мы идем. Я опять же могу сказать однозначно то, что сенсационной она не будет. Она будет продолжением того государственного курса, который реализуется последние 5-6 лет. Мы будем говорить о том, что территория у нас остается в рамках тех границ, которые у нас признаны Конституцией 1996 года. Мы будем говорить о том, что невозможности изменения Конституции в части децентрализации по Донбассу, это то, что касается нормандского и минских процессов. По Крыму мы будем говорить бесспорно, что мы будем продолжать свою борьбу в контексте восстановления территориальной целостности Украины. Но будут прописаны также более детально механизмы, то, о чем мы говорили, и через обращение в международные суды, и через конкретную работу на международной арене. То есть вот эти компоненты, они будут, скажем так, раскрыты более глубоко. Но говорить о том, что это будет большой документ на 90 или на 100 страниц, та, которая часть будет публичная, вряд ли. О том, когда мы ее увидим. Увидим мы ее, скорее всего, либо в конце этого года, либо в начале 2021 года. Если мы говорим о Крымской платформе, заседание которой условно пока что запланировано на 26 февраля, то тогда мы будем говорить, что ближе как раз к этому времени будет обнародована публичная часть. Сейчас идет часть того, чтобы найти действительно тех союзников, которые смогут с нами вместе вступить в борьбу и, собственно говоря, не побояться своего вступления в Крымскую платформу.